Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик-Шара. Я его ведущая Наала Ковя. Сегодня в программе. Правовую защиту детей и гарантии от семейно-бытового насилия обсудили в Сухуме. Международная научно-практическая конференция прошла в Абхазском государственном университете. Учащиеся профильного медицинского класса, открытого на базе первой средней школы Сухума, заканчивают первый год обучения. Новую спортивную площадку открыли в Дранской средней школе. Церемонию открытия посетил вице-президент Беслан Бигвава. Бадра Гунба провел заседание оргкомитета форума «Абхазия. Инвестиции в будущее». Президент подчеркнул, что форум официально признан постоянной ежегодной платформой. Однако само событие является лишь стартом для перехода к практической реализации намеченных планов. Президент обозначил главный критерий эффективности работы власти. Основным показателем должны быть не цифры в презентациях, а реальное качество жизни каждого человека в Абхазии. По словам главы государства, вся эта работа проводится ради людей. Не каждый гражданин должен почувствовать позитивные изменения. Для достижения этих целей президент поручил установить жесткий контроль за исполнением обязательств, выделив два приоритетных направления работы. Первое касается реализации всех соглашений, подписанных на полях форума, чтобы ни один документ не остался на бумаге. Второе направление – это прямое сопровождение инвестиционных проектов с закреплением ответственных ведомств, установлением четких сроков и форм отчетности. Хочу поблагодарить, уважаемые коллеги, комитет, всех тех, кто был задействован в рамках реализации этого очень важного масштабного проекта Абхазского международного экономического форума. Действительно, это стало такой, несмотря на то, что это первый раз, но площадкой, авторитетной площадкой, где была возможность встретиться представителям органов государственной власти, бизнеса, научного сообщества, экспертного сообщества. Надеюсь, что мы эту площадку сделаем ежегодной площадкой, где мы будем демонстрировать возможности нашей страны. Я бы хотел отметить следующий. Главный критерий власти, уважаемые коллеги, нашей с вами эффективности, это, конечно же, не отчеты в цифрах, это не отчеты, в рамках подписанных соглашений. Это реальная работа. То, что может принести улучшение реального качества жизни граждан нашей страны. Поэтому мы все должны сакцентировать свое внимание на реальных шагах, подкрепленных уже серьезными и финансовыми, и административными, и управленческими решениями. Все те соглашения, которые были подписаны в рамках данного экономического форума, должны найти свое реальное отражение. Не остаться на бумаге и на документах, а реальное подтверждение и реальную погруженность в эти направления. Поэтому, уважаемые коллеги, призываю вас, каждого, лично сопровождать и лично контролировать ход реализации тех договоренностей, тех подписанных соглашений. И все это в виде отчетов направлять в администрацию президента для постоянного контроля за реализацией достигнутых соглашений. Владимир Владимирович, я вас прошу по итогам экономического форума дать поручение министерствам и ведомствам об осуществлении ежемесячного контроля за исполнением, за ходом реализации тех достигнутых соглашений.
Абхазия переходит к практической реализации инвестиционных соглашений, заключенных в рамках Международного экономического форума «Абхазия. Инвестиции в будущее». Как отметил на пресс-конференции министр экономики Теймур Азмиквабия, важнейшим инструментом реализации инвестиционных проектов станет программа льготного кредитования с общим лимитом 20 миллиардов рублей. Доступ к ресурсам получат абхазские юридические лица, соответствующие установленным требованиям. В первую очередь хотелось бы отметить подписанное на полях форума решение сопредседателя Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке отбора проектов для осуществления программы льготного кредитования российскими финансовыми институтами. Данный порядок отбора предусматривает ряд требований и условий, при которых абхазские юридические лица могут получить в Российской Федерации кредиты для реализации инвестиционных проектов на льготных условиях. Под льготными условиями понимается плавающая процентная ставка, которая на текущий момент в случае заключения сегодня кредитного договора составляла бы 10,5% годовых, что на текущий момент является самым дешевым источником реализации инвестиционных проектов. В рамках данного отбора предполагается реализовать инвестиционные проекты на общую сумму привлеченных средств порядка 20 миллиардов рублей. Реализация данного отбора будет осуществляться на протяжении 26-30 годов, пока не будет исчерпан весь лимит предусмотренного программой финансирования. В случае, если он будет исчерпан, впоследствии мы будем, безусловно, обращаться к коллегам из Российской Федерации по вопросу увеличения этого лимита. Данная программа не является в полной степени новой. Аналогичные программы реализовывались и ранее, в том числе в период 22-25 годы. На текущий момент уже создано ряд предприятий в рамках данного механизма. Некоторые из них уже функционируют и в том числе осуществляют экспорт своей продукции в Российскую Федерацию. Некоторые из них в настоящее время находятся на завершающей стадии строительных либо пусконаладочных работ в отношении своего оборудования. В соответствии с поручением президента Республики Абхазия Бадыра Зурабовича Гумба в рамках, например, программы льготного кредитования абхазских инвестиционных проектов российскими финансовыми институтами основными направлениями предоставления заемных средств выделены сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, различные виды промышленности и туризм. Как направление, которое позволит увеличить объем производимой сельхозпродукции в республике, увеличить объем экспортируемой продукции и также привлечь дополнительно туристические потоки, в том числе в зимний сезон и особенно в восточную часть нашей республики. Теймур Азмиквабия прокомментировал соглашение с Росагролизингом. Министр экономики подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с российской компанией абхазские аграрии и госсектор получат доступ к льготному лизингу. Росагролизинг на территории Российской Федерации уже многие годы реализует различные программы поддержки сельхозпроизводителей и в других отраслях в части предоставления на льготных условиях оборудования и техники, которые позволяют реализовывать инвестиционные проекты, в том числе и относительно небольшие, и очень крупные, когда речь идет о сотнях гектар возделываемых сельхозугодий. В данном случае соглашение было подписано именно с Министерством экономики в связи с тем, что предполагается задействовать данный механизм не только в сфере развития сельского хозяйства, но и в других сферах, что позволит нашим предпринимателям и, может, даже государственным отдельным органам, например, в сфере жилищно-коммунального хозяйства или организациям подведомственным министерствам, как Абхазское морское пароходство, Абхазская железная дорога, приобретать новое качественное оборудование для своих нужд на адекватных, понятных условиях. Говоря о трехстороннем соглашении между правительством Абхазии, Российским экспортным центром и ООО «Золотой берег», Миквабия подчеркнул, что документ предусматривает не только финансовую поддержку, но и содействие в интеграции абхазской продукции на российский рынок. Стороны определили предварительные условия реализации в Республике Абхазия проекта на аналогичных льготных условиях привлечения финансовых средств. В данном случае осуществлять финансирование будет одна из организаций, входящих в группу Российского экспортного центра. И на текущий момент коллегами завершается доработка условий кредитного договора. Мы ожидаем в текущем году уже подписания кредитного договора и впоследствии
начало строительных работ и реализацию проекта. По данному проекту также необходимо отметить, что во взаимодействии с Российским экспортным центром и с Минэкономразвития России уже довольно детально проработаны вопросы последующей реализации производимой в Абхазии продукции на территории Российской Федерации, что говорит о будущем увеличении объема экспорта товаров и услуг из Республики Абхазия в Российскую Федерацию. В рамках Абхазского международного экономического форума Минсельхоз Абхазии подписал 4 соглашения о сотрудничестве с Россельхозцентром, Головным центром по воспроизводству сельхозживотных, Госагрохимслужбой и Щелково-Агрохим. Как рассказал министр сельского хозяйства Беслан Джопо, к реализации некоторых соглашений уже приступили. Практически через несколько дней приезжает делегация с Министерства сельского хозяйства, специалисты, которые будут изучать и приграничную зону, и всю территорию Абхазии на предмет влияния вредных болезней на сельхозкультуры и вообще на растительность Абхазии. Это очень важный момент для того, чтобы изучать и в дальнейшем применять меры по борьбе с этими вредителями. Мы в дальнейшем будет и обучение наших специалистов. Второе соглашение было подписано по линии агрохимии, то есть изучение, проведение анализов почвы, воды и всех природных ресурсов. То есть та проблема, которая была в Абхазии для того, чтобы наладить, скажем, даже предприятие, сельхозпредприятие или взять в оборот определенные части земли, мы сталкивались с проблемой изучения этих проблем, какие химикаты применять, какие удобрения, в каком виде находится эта земля. Сегодня у нас появляется возможность с помощью именно бюджетной организации Росагрохимии, которая нам предоставляет эту лабораторию. Для того, чтобы работать с этой лабораторией, мы предоставили им кандидата для обучения по их инициативе. То есть в Краснодаре будет проходить за средства именно российской стороны. И после определенной подготовки он будет финансироваться тоже с российской стороной и руководить такой же лабораторией. То есть пока создастся филиал этой лаборатории, который даст возможность проведения всех этих анализов именно на территории Абхазии с получением окончательного ответа. Также мы в рамках этого форума подписали с большим производителем препаратов, химикатов сельхозкультур для борьбы с вредителями, химикаты для лечения сельхозкультур. Это Щелково-Агрохим. Непосредственно руководитель этого предприятия мы в рамках форума предоставил возможность по инициативе Министерства сельского хозяйства безвозмездную помощь в виде химикатов и тех препаратов, которые необходимы для лечения именно весенних работ и за весь период. То есть мы буквально за несколько дней, буквально 2 дня назад отгрузили из России на 18 миллионов этих препаратов. И сегодня мы уже занимаемся распределением по районам. Я думаю, что это будет именно скажется на качество наших продукций, на качество нашей растительности, что это, несомненно, благополучно повлияет на крестьянские хозяйства. И в дальнейшем у нас было по животноводству соглашение для изучения и улучшения породы наших сельхозживотных. И подписанное соглашение сегодня занимается именно российской стороны изучением, каких пород для Абхазии приемлемы. И в дальнейшем наши специалисты вместе с российскими буквально в течение месяца смогут поставить в Абхазию именно того материала для того, чтобы провести искусственное осеменение у всех желающих наших крестьян и личных подсобных хозяйств, и фермерских хозяйств, для того, чтобы мы смогли бы не особо затрудняясь, не привозя на территорию Абхазии самих животных, провести такое мероприятие для улучшения пород. То есть это уже практические шаги, которые нам дали возможность именно после подписанного соглашения. Плановые командно-штабные учения с привлечением группировок войск вооруженных сил начались в вооруженных силах Абхазии.
Цель – совершенствование практических навыков органов управления и сил в решении задач, проверка готовности органов военного управления руководить силами в условиях быстро меняющейся обстановки, отработка слаженности войск. Особое внимание уделяется опыту современных вооруженных конфликтов, внедрению новых способов действий разведки с применением БПЛА и РЭБ. Учения пройдут одновременно на всех полигонах страны, незнакомых участках местности и акватории Черного моря. В них задействован оперативный состав МО и Генштаба ВС Абхазии, межведомственная группировка войск, штаб теробороны, воинские части ВС Абхазии и России, резервные формирования, а также представители Генштаба ВС России. Указом президента Бадры Гунба за многолетний труд в редакции Алашара почетного звания «Заслуженный работник культуры» присвоено Валентину Кугойне, Ляле Чамагуа, Дмитрию Габеле, Альбине Анкваб, Ирме Джене, Кристине Кутеле. Комитет Народного собрания по государственной правовой политике не рекомендовал дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Кана Кварча. За такое решение проголосовало большинство членов профильного комитета. Заседание проходило с участием генерального прокурора Адгура Агарба. Согласно заключению коллегии Верховного суда, в действиях депутата парламента Кана Кварча признано наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Парламент, согласно принятому еще в 2009 году постановлению, должен рассмотреть представление генпрокурора в течение недели, отметил председатель комитета Дауд Хутова. Обсуждение длилось около 2 часов. Вопрос лишения неприкосновенности Кана Кварча будет решаться путем голосования на ближайшем заседании сессии парламента. Материалы уголовного дела содержат достаточные данные, указывающие на наличие в действиях депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Кварча Кана Валерьевича признаков преступления, предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса Республики Абхазия, в связи с чем имеются основания для осуществления уголовного преследования. Заключением коллегии Верховного суда Республики Абхазия от 16 марта 2026 года в действиях депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия 7-го созыва Кварча Кана Валерьевича признано наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Производство процессуальных действий по привлечению депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия 7-го созыва Кварча Кана Валерьевича в качестве обвиняемого не обусловлено высказанным им мнением или выраженной им позицией при голосовании в Народном собрании парламента Республики Абхазия и не связано с другими его законными действиями, соответствующими статуса депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия. На основании изложенного, руководствуясь статьей 39 Конституции Республики Абхазия, пунктом 2 части 1 статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, статьями 19-20 Закона Республики Абхазия о статусе депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия, прошу дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия 7-го созыва Кварча Кана Валерьевича и привлечение его в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Я выступаю как депутат парламента на абхазском телевидении, обратился лично к вам, как к генеральному прокурору. Это было не
за день до этого, не за два. Это почти было за, может быть, не 15-20. Предупредил. Находится гражданин России, не имеющий права, что он сидит с компьютером и выкачивает всю, значит, информацию, связанную с гражданами Абхазии. Человек, который не имеет отношения к Абхазии. Есть пострадавшая сторона, абхазская сторона. Некоторые господа больше года в Абхазии бесчинствуют. И эти люди ходят по ЦИКам, вытаскивают всю информацию о жителях Абхазии, о гражданах Абхазии. Это закрытая информация, тем более для граждан других государств. Кроме их показаний, у вас что-то есть? Показания тех 40 человек. Силовиков я вызвал. Вспомните наш с вами разговор на суде, где вы зачитываете показания, что Кан Валерьевич встал, вытащил пистолет и перезарядил. Я же вас попросил провести, значит, следственный эксперимент. Могу я пистолет передернуть или нет? Позволяет мне моя рука физического состояния передергивать пистолет или нет? Правовую защиту детей и гарантии от семейно-бытового насилия обсудили в Сухуме. По инициативе уполномоченного по правам ребенка прошел круглый стол, участники которого рассказали о текущей ситуации в этой сфере и поделились мнением решения проблемы. А Элита Рутинян знает подробности. Трагическая ситуация, произошедшая с 3-летней Габриэлой Лахиной в Гулрыбчском районе, обнажила и подсветила системные проблемы, которые сегодня существуют в обществе, в сфере законодательства и межведомственного взаимодействия, отметила, открывая дискуссию, уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия. Особо хочу подчеркнуть, что в сфере своей деятельности, вот если говорить о практике аппарата уполномоченного, с 2021 года более 350 обращений, с которыми мы работаем от граждан. Из них 87 обращений, они связаны с вопросами насилия. Это разные виды насилия, это психологическое, физическое насилие. К сожалению, есть случаи, связанные с вопросом половой неприкосновенности несовершеннолетних. Шазина Эмсых, начальник управления образования Гулрыбчского района, призналась, что многодетная семья годами жила прямо за зданием администрации, оставаясь невидимой для спецслужб. По мнению участников встречи, необходимо срочно принимать закон об опеке, расширять штат, также выводить службу из состава отделов образования в профильные ведомства. Необходим постоянный мониторинг, чтобы предотвратить такого рода трагедии. Семье самой администрации, в том числе отделу образования, известно не было. В 2024 году мы познакомились со старшими детьми, так как они обучались в Синопской школе. То есть это город Сухум. Дети, младший из мальчиков оставался несколько раз на 2-й год в школе. И в итоге родители приняли решение, что они переведут его в другую школу. Таким образом, к нам в 2024 году попали вот старшие мальчишки. Кристина попадала в поле зрения службы, так как ее сестра Валентина ранее состояла на учете у специалистов. Прошу прощения, Валентина, это не мама? Это не мама, это другая мама, да, которая вот в интернете выходит, ролики распространяет. Она была клиентом нашей службы и обращалась, было самообращение с ее стороны в тот момент, когда она подвергалась насилию со стороны своего сожителя. У нее уже было на тот момент 2 детей. И работая с Валентиной, мы выясняли ситуацию, семейную ситуацию. И в тот момент Кристина тоже попадала под наше поле зрения. Мы знали, что она проживает в Гулрыбчском районе. На тот момент у нее было 4 детей. Девочка погибшая, Габриэла, с ней на тот момент не проживала. И что касается самой Кристины, внешне она выглядела достаточно
благополучной, и каких-то подозрений у нас тоже не вызвало. Соответственно, никаких работ в отношении этой семьи у нас не проводилось. Анна Скишмария, уполномоченный по правам человека в Абхазии, подчеркнула, что даже сейчас при мониторинге общественного мнения найдутся люди с мнением, что закон о домашнем насилии не нужен. Однако все же необходимо предпринять меры для защиты людей от насилия в семье. Аппарат уполномоченного по правам человека за то, чтобы у нас появился отдельный закон, который, может быть, будет называться не семейно-бытовое насилие, а семейно-бытовые отношения, если слово «насилие» кого-то сильно обижает или пугает. Но, к сожалению, в тот период, когда мы с этим столкнулись, мы столкнулись больше всего с противодействием и попробовали пойти по пути меньшего сопротивления. То есть, если закон включает в себя не только вопросы привлечения к ответственности и наказания, но он включает в себя профилактику и коррекцию, то здесь мы попробовали хотя бы дать возможность правоохранительным органам не ждать заявления, то есть перевести из категории частного в публичное. Потому что когда ты начинаешь говорить, и, казалось бы, тебя слышат, а тебе говорят, а какая статистика, а где эта информация? Но действительно, ни в прокуратуре, ни в милиции нет этой информации. Да, и для того, чтобы эту информацию получить, кто-то должен хотеть этого сделать. А человек, который отрицает, точно ничего искать не будет. На встрече отмечалось, что в законе самое важное то, что он снимает не только вопрос оказания первой помощи и наказания, но еще введет профилактику. Обязательно в этом законе должна быть определена и роль школы, и роль опеки, и роль соцслужб, и роль правоохранительных органов. Все в этом законе должно быть прописано. Мы над этим законом уже поработали. Это результат на самом деле не офиса уполномоченного, я вам хочу сказать. Это еще много лет тому назад Ассоциация женщин Абхазии очень серьезное исследование провели о насилии в семье. И вот там мы очень о многих вопросах, которые публично раньше не говорилось, они об этом сказали. На самом деле широкое вот такое наше участие в этом законе, наверное, каждый, только тогда может быть этот закон быть совершенен. И то возможны потом поправки. Итогом обсуждения будет принята резолюция с конкретными предложениями и рекомендациями, которую направят на рассмотрение президенту и парламенту Абхазии. Айлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Международная научно-практическая конференция «Фазиль Искандер. Мост между культурами» прошла в Абхазском государственном университете. В ней приняли участие преподаватели и студенты АГУ, а также приглашенные коллеги из Сочинского государственного университета, учителя школ Абхазии и Краснодарского края. Милана Агарба продолжит тему. 8 докладов, отражающих взгляды исследователей на творческое наследие Фазиля Искандера, были заслушаны в рамках конференции. Первый проректор АГУ Роман Дбар поделился воспоминаниями, связанными с Искандером. Мне очень повезло в этой жизни иметь возможность соприкоснуться с Искандером, с великим писателем, потому что во время этого обеда меня попросили находиться рядом с ним, потому что после болезни он еще не успел восстановиться, и у него не очень получалось говорить, и поэтому я находился рядом с ним на протяжении этого, официального приема, что считаю таким величайшим событием в моей жизни — соприкоснуться с великим писателем, являющимся символом и для Абхазии, и для России. Фазиль Искандер обладал уникальной способностью тонко чувствовать реальность, в которой жил. Его творчество отражало исторические события и эпохи, в которых он находился, что делает его произведения особенно значимыми и актуальными, отметила декан экономического факультета Сочинского госуниверситета Светлана Петрова. Искандер действительно являлся свидетелем той самой переходной эпохи, поэтому его рассказы, его чувство юмора, которое в этих рассказах есть, это своего рода защитная реакция на те процессы, которые происходили вокруг. И поэтому, когда человек сталкивается с цензурой постоянно, то в какой-то степени он формирует внутри себя самоцензуру, и чувство юмора, ирония, которая существует в его произведениях, это и есть та самая самоцензура, когда на грани, когда речь идет на грани, потому что у Фазиля Абдуловича Искандера было очень большое количество друзей. Вот один из известных советских поэтов, Твардовский, все время говорил: ты ходишь на грани.
Он всегда восторгался его произведениями, но при этом он всегда говорил: будь осторожнее, потому что неизвестно, к чему это может привести. В своем докладе Фатима Даути отдала представление о научно-исследовательской работе кафедры русского языка и общего языкознания ГУ, посвященной изучению творчества Искандера. Она также выступила с предложением открыть при филологическом факультете Центр по изучению художественного наследия Искандера. Наша кафедра работает в уникальном билингвальном контексте. Искандер для нас не просто классик, а модель русско-абхазского двуязычия, где язык становится мостом между культурами. Именно поэтому мы выбрали его творчество в качестве одной из сквозных тем для курсовых, дипломных и преподавательских исследований. По завершении основной части мероприятия студенты-филологи представили композицию «Читаем стихи» Фазили Искандера. В горы, где молодые облака рождаются у ледника. Я не в беде ищу опоры. Мне жизнью были эти горы. Мне снятся влажные луга. Хочу туда, где водопад летит, как брошенный канат, качаясь на лету. Где, как раздавленный гранат, закат течет по льду. В конференции приняли участие преподаватели и студенты АГУ, а также приглашенные коллеги из Сочинского государственного университета, учителя школ Абхазии и Краснодарского края. Милана Агарба, Ахрамич, Абхазское телевидение. 10 кондитеров из Абхазии прошли повышение квалификации в Красноярске в начале марта текущего года. Это стало возможным благодаря договоренностям президента Республики Бадры Гунба и первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Поездка и самообучение прошли при поддержке Министерства туризма и торгово-промышленной палаты. В завершении образовательного процесса каждый мастер по сладостям получил диплом специалиста и вернулся на родину, чтобы продолжить свое дело. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Сегодня я подготовила 3 вида пирожных. Это мадленки. Они идут с начинкой, с малиной. Ну, их, кстати, можно готовить с любой начинкой, как захочет человек. Покрыть можно разным цветом шоколада. Алена Цвинария 10 лет печет сладости. И спрос на них большой. Свадьбы, дни рождения, компании и ряд мероприятий, которые, конечно же, не обходятся без вкусной выпечки и тортов. Начинала с самого малого своими силами. Сначала бралась за маленькие заказы. И судя по тому, как сладкий бизнес сегодня развивается, все идет к открытию своей большой кондитерской, к чему Алена давно стремится. Пока что принимает заказы на дому в своем небольшом цехе, который сама организовала. Но важный аспект в этом – образование. Услышав о возможности пройти обучение в образовательной экспедиции на базе Института гастрономии, не упустила свой шанс. Сегодня Алена – дипломированный кондитер. Я абсолютно не пожалела, что я поехала. Мы там занятия начинали в 9 утра до 5 вечера. И обеденный перерыв у нас был 1 час. Честно говоря, я думала, почему это время так быстро заканчивается. Я была готова работать даже до 12 ночи. Это было одно счастье, одно удовольствие. Честно я вам скажу, до этого я никуда не ездила. Но уже вот, когда я поехала в Красноярск, я поняла, вот я жалею, что я упустила столько лет и никуда не выезжала. У Альбины Сангулия тоже небольшой цех в новом районе столицы. Раньше здесь располагался канцелярский магазин, но девушка решила переделать его под кондитерскую, потому что со временем хобби и вкусные рецепты из социальных сетей превратились в любимую работу. Сегодня Альбина ежедневно принимает заказы на разные мероприятия, но несмотря на то, что ее продукция пользуется большим спросом, кондитером пока не прошла обучение, себя не называла. А вы кондитер? Когда мне задавали вопрос, я всегда нет, я любитель, я домашний, вот человек, который просто дома печет или там на кухне у себя, то есть это слишком громко. Но я хочу дойти до этого уровня обязательно. То есть я до этой поездки не думала, что это настолько важно. Сейчас я понимаю, насколько это важно. Это, во-первых, и престижно, это и как-то и люди по-другому к тебе относятся. Это уже можно называть цены, которые тебя устраивают
и не нужно как-то стесняться этого, потому что у тебя есть знания, у тебя есть опыт. В числе тех счастливчиков, которые прошли обучение, и Анаида Минасян, кондитер кафетерии, узнала о такой возможности из соцсетей. За время обучения получила бесценный опыт, отмечает Анаида. Обучение проходило 4 дня. Все техники, которые были, то есть кое-что мы уже, в принципе, прорабатывали здесь, кое-что мы внедряем на данный момент. Все проходило на высшем уровне, то есть атмосфера была очень дружелюбная, в том числе и педагог, который обучал. И, в принципе, институт просто шикарнейший. То есть все те, которые хотят посвятить себя гастрономии, кондитерству, безусловно, должны посетить данный институт. Всего дипломированными специалистами в области гастрономии стали 10 человек из Абхазии. Это образовательная экспедиция – лишь часть масштабного сотрудничества. В соответствии с договоренностями президента Бадры Гунба и Сергея Кириенко, Красноярский край открыл свои двери для многопрофильной делегации из Абхазии. Институт гастрономии Сибирского федерального университета стал площадкой для подготовки кадров, способных поднять сервис в нашей республике на новый уровень. Важно отметить, что в 2026 году на базе института реализованы и другие программы бесплатного профессионального обучения для специалистов гастрономической индустрии. Поездка и само обучение прошли при поддержке Министерства туризма страны и торгово-промышленной палаты. Приглашаем, конечно, наш бизнес принимать участие в курсах повышения квалификации и надеемся, что все полученные опыт и знания в рамках этих курсов наш бизнес и люди, которые в этом принимают участие, используют уже в своей работе. Также у нас по различным другим направлениям, такими как повар-базовый курс, курсы для шеф-поваров, мясников, и еще и кондитеры у нас остались, и управленцы. Они также будут принимать участие в данной программе. Я хотела бы отметить уровень знаний, которые получили наши кондитеры благодаря достигнутому соглашению между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации. От лица торгово-промышленной палаты, от себя лично и от всех представителей делегации хочу поблагодарить всех причастных, Бадру Зурабовича Гумба и Сергея Владиленовича Кириенко за предоставленную возможность в росте для наших предпринимателей, которая, безусловно, будет способствовать развитию их предпринимательской деятельности на благо нашего государства. 10 дипломированных специалистов – это только начало. Знания, привезенные из Красноярска, уже сегодня превращаются в новые вкусные десерты. Для многих специалистов в области гастрономии это начало большого пути. Гугут Савардания, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. Новую спортивную площадку открыли в Дранской средней школе. Церемонию открытия посетили вице-президент Беслан Биквава, вице-премьер Тарач Хакба, депутат парламента Астамур Джопуа, жители села и района. Адица Сагария расскажет подробнее. Торжественная церемония открытия нового мини-футбольного поля началась с гимна Республики Абхазия. Затем учащиеся школы, а также депутат парламента Астамур Джопуа и директор Дранской школы разрезали красную ленту, дав символический старт работе нового спортивного объекта. С открытием нового мини-футбольного поля в школе учащихся поздравил вице-президент республики Беслан Биквава. Руководство страны делает очень много для того, чтобы в наших городах и селах были такие спортивные площадки для развития спорта. Ведь спорт – это дисциплину формирует, характер человека, но и самое главное – образовывает дружбу на таких вот стадионах. Строительство нового мини-футбольного поля под ключ заняло 6 месяцев. По словам депутата Народного собрания Астамура Джопуа, на строительство данного объекта было потрачено 7,5 миллионов рублей из государственного бюджета.
Всех причастных к строительству и открытию нового спортивного объекта на территории Дранской средней школы поблагодарила директор школы Мзия Цвижба. Открытие новых мини-футбольных полей в школах традиционно становится большим праздником для учащихся. По такому случаю ученики подготовили концертную программу. Спортивная площадка соответствует всем необходимым современным требованиям. Безусловно, теперь здесь будут заниматься спортом не только учащиеся этой школы, но и все любители спорта. Очень тепло приняли, потому что в нашей школе появилось свое футбольное поле, и мы можем настали летние дни, и можно играть. Развитию спорта в республике уделяется большое внимание. Так, в прошлом году при содействии Краснодарского регионального отделения движения «Россия молодая» были открыты 12 спортивных площадок по всей республике. Работа в данном направлении продолжается. Надежда Сагария, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Учащиеся профильного медицинского класса, открытого на базе первой средней школы Сухума, заканчивают первый год обучения. В течение учебного года они занимались по углубленной программе и стали на шаг ближе к заветной мечте – поступить в медицинский вуз. В школе прошел открытый урок, на котором учащиеся и педагоги рассказали о своих успехах. Репортаж Дамия Акшпо. Ровно год назад в первой средней школе открылся профильный медицинский класс. Здесь ученики старших классов исключительно медицинского направления углубленно изучают химию и биологию, делая первые шаги к будущей профессии. Очень легко проходил урок, плюс мы всегда смотрим какие-то картинки, поэтому легче гораздо запоминать. А так биология, химия – это очень интересные предметы, поэтому я думаю, насколько бы сложно они не были, все равно человек, который интересуется в этом, всегда будет рад это учить. В группе учатся 10 учеников. Все они прошли предварительный отбор. Программа отличается от стандартной, как и учебники, по которым занимаются старшеклассники. Здесь больше практики и серьезная теоретическая база. По словам преподавателя Теоны Каландия, нагрузка в специализированном классе выше, а результаты заметны уже сейчас. Дети привыкли и освоили такие объемы, могут работать с новым материалом, могут осваивают дополнительный материал, проходят ряд мероприятий профильных. Что касается сегодняшнего урока, то это интегрированный урок химия и биология, поскольку в медицинском направлении эти две науки неразделимы. И мы хотим продемонстрировать, как можно интегрировать два предмета в один урок, как можно продемонстрировать биологические процессы на химическом уровне, продемонстрировать, как дети работают с наглядным материалом, с пособиями. Ученики не просто изучают теорию, но и регулярно проводят лабораторные эксперименты. На занятиях они учатся работать с современным оборудованием, осваивают микроскоп, исследуют образцы и делают первые научные выводы. Кроме того, они также используют интерактивный анатомический стол Пирогова, который позволяет детально изучать строение человеческого тела в 3D-формате. Такая практика помогает лучше усваивать материал. Как только я сюда пришел, как только решил, у меня сразу было уже намерение стать врачом. Мне всегда было интересно это направление, эта работа. Я считаю, это одна из самых важных работ. Даже, в принципе, можно сказать, самая важная, потому что от этой профессии зависит здоровье человека, людей. Это важно знать даже каждому человеку, который не обязательно стать медиком. Развитие таких классов имеет особое значение, ведь профессии врача и педагога являются одним из самых востребованных и значимых, так как именно от них во многом зависит здоровье общества и качество образования. И то, что вы сегодня показали, это уже, пусть небольшая, в течение одного урока, но такая важная работа, осуществляемая вашими великолепными преподавателями и прежде всего вами. Для нас очень важно, как для ведомства, как для тех людей, которые на вас очень надеются и вас видят, тот важный результат, который для нашей страны является незыблемым в сегодняшних условиях. Вы самостоятельно, мы заметили, владеете качественным инструментарием для того, чтобы уже можно вас было через годик-другой брать в апробацию в лабораторию, потому что правильная подача количественного формата, умение работать и понимать, что перед вами щелочь, с ней нужно работать так.
перед вами другие химические вещества, и вы все это показали. Первые шаги навстречу будущей профессии ученики делают уже сегодня, сидя за партами. А пока продолжают учиться, ставить эксперименты и уверенно идти к своей цели. Дамий Акшба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Код атома расширяет границы. Стартовал прием заявок на 4-й конкурс имени Курчатова. Концерн «Росэнергоатом» и фонд АТР АЭС приглашают подростков 12-17 лет принять участие в конкурсе научно-технического творчества. В 2026 году география проекта выросла. Теперь к нему могут присоединиться школьники из Уссурийска и Абхазии. Как попасть в проект? До 19 апреля необходимо пройти онлайн-тестирование. До 30 апреля выполнить творческое задание. До 7 мая дождаться формирования команд. Программа стартует 18 мая и включает онлайн-обучение, летний выездной семинар и осенние экскурсии на АЭС. Юные инженеры займутся проектированием атомной станции будущего с применением искусственного интеллекта. Финальная защита проектов состоится в декабре. АЖД завершает ремонтные работы на участке железной дороги Сухому-Чемчира. К концу апреля прибудет вагон «Путеизмеритель», который покажет, насколько инфраструктура готова к запуску новых поездов в этом направлении. Железнодорожники заменили 300 метров рельсов, уложили более 2000 железобетонных шпал. Параллельно идет ремонт и восстановление станционных и приемо-отправочных путей, тоннелей, мостов, переездов и станций. Таких масштабных и комплексных работ по ремонту путевого хозяйства не было весь послевоенный период, сообщил главный инженер АЖД Леонид Куруа. Они ведутся за счет средств предприятия. В них задействованы 2 бригады абхазских специалистов, 4 бригады из России, спецтехника. Этот участок является сложным тем, что, скажем, 9 километров пути на данном участке 1971-1972 годов укладки. Плюс за 40 лет уже ремонтных работ капитального характера на этом участке не производились. Наличие множества мостов, все это как бы усложняет ситуацию. Учитывая все эти моменты, и вот мы, так распределили всю работу. Дело в том, что не только путь мы занимались ремонтом пути, а еще на станционных путях для увеличения возможностей по обработке вагонов, составов. Скажем, по станции Чемчира был введен в эксплуатацию станционный путь номер 5 длиной 950 метров. Также на станции Дранда путь номер 4 со стрелочным переводом номер 8 тоже ввели в эксплуатацию. То есть это дает дополнительную возможность по станциям или по участку более масштабному пропуску грузовых вагонов. Основная работа вся это по ремонту верхнего строения пути. Только рельсовых скреплений было закуплено 61 тонн. Плюс деревянные шпалы, брусья мостовые, подкладки резиновые, более 20 тысяч штук. То есть весь материал необходимый был приобретен. Это и было закуплено и насыпано около 2000 кубов щебня, путейского щебня. 100 метров рельсов дефектных было поменено, также мостовые брусья 94 штуки, более 300 шпал были заменены в пути. То есть объем работы масштабный. С показа спектакля «Софичка» стартовали большие гастроли Росдрама в театре «Волга-Опера» в Чебоксарах. Большие гастроли проходят с 14 по 26 апреля в Чебоксарах, Казани и Набережных Челнах. Росдрам выражает благодарность Министерству культуры России и Росконцерт за возможность в юбилейном году театра представить зрителям лучшие спектакли по произведениям абхазской, русской и мировой драматургии. И в завершении выпуска о погоде. В пятницу, 17 апреля, в Абхазии ожидается ночью облачность, местами возможен туман. Днем преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью 4-9, днем 15-20 градусов. Температура морской воды 12 градусов.
На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.